В исправительной колонии номер 1 сегодня прошли соревнования по футболу среди команд осужденных. Данное мероприятие проходит в рамках концепции развития службы исполнения наказаний в целях формирования здорового образа жизни. Подробнее о необычном турнире расскажет Афанасий Николаев. Свобода на 2 тайма. Более 3 дюжин спортсменов из 6 разных исправительных учреждений республики могут хотя бы на день сменить робы на спортивную форму. Чувствуешь себя по-другому здесь, на соревнованиях. А как? Вольным человеком. Проведение соревнований, организация вся. Форма не черная, а уже разноцветная. К ответственным соревнованиям сотрудники ФСИН и заключенные готовились больше 2 месяцев. Все это время, не нарушая распорядок, спортсмены, профессионалы и любители за колючей проволокой проходили интенсивные тренировки. Профессиональных спортсменов в этом году у меня один осужденный, который принимал участие в соревнованиях по футболу «Дети Азии». А так остальные, так скажем, не очень хорошо играют, но стараются. Первыми на поле вышли спортсмены из 6-й и 7-й колоний, фавориты соревнований. Буквально с первых минут напряженная схватка. Первый гол забивает игрок сборной 6-й колонии. Фейерплей обеспечивали профессиональные футболисты из СВФУ. Судьи из ИФКИС уже не в первый раз судят необычный турнир. И особой разницы с любыми другими соревнованиями не видят. Единственное, то, что меня досматривают перед соревнованиями, а так все то же самое. Та же игра, те же правила и те же, все остальное остается на месте. После футбольных баталий практически сразу подготовка к своеобразной олимпиаде. В нескольких дисциплинах атлеты из УИНов сойдутся уже этим летом в традиционной спартакиаде. Кроме зимнего футбола, у нас в этом году планируется проведение, но все-таки уже на базе 6-й колонии. Это 10-я спартакиада осужденных в июле месяце этого года. По результатам соревнований лучшими стали колония номер 1. Второе место у футболистов из колонии поселения номер 2. Бронза у 6-й колонии. Афанасий Николаев, Василий Соловьев. Новости столицы.